могу сказать про другую семью, потому что у каждой семья свой опыт. Всего не рассказывает. Ну вот эту Вику Сидоренко, например, взять. Тоже когда вот Жена с Галей сказали маме, ну давай, ну вот начни, ну давай вот ты начни со своим ребенком на коляске ходить в школу 4-ю. Стал вопрос о том, что они живут за Тольцами, а добираться-то как? Папа не всегда может довести. Вообще, по идее, социальное такси должно возить. Социальное такси тоже сказал, вот у нас есть нормативы, например, ну мы можем 2 раза в неделю вас возить, и все. Вот. Фонд без барьеров нашел какие-то средства. И первый год позволил оказать поддержку семье, благодаря чему они вот социальным такси пользуются. Там что-то дорого получалось, где-то около 5 лет назад уже было. 5 или 4 лет. В общем, 68 рублей в один конец получался. Ну, по тем временам это дорого. Но в результате сейчас мама уже вошла в колею. Уже мы в этом году с ней не разговаривали, в прошлом году разговаривали. Она говорит, все, Вика говорит, мама, иди. Мама, отойди, я хочу сама. Достигнута цель. Ребенок принят в общество, в класс. Конечно, у нее есть ограничения, то что... Ну вот в классе она как в классе, да, в школе там. К ней уже привыкли, потому что школа небольшая. А какая школа? 4-я. А это где? Она же считается, ну вот деревянная на Смолиной. Она считается, что... Там остановка школы, она как раз идет после универмага центральной, первая остановка. Она считается инклюзивной? Она считается инклюзивной, она была первой, ну и сейчас является, наверное, до сих пор, первой экспериментальной площадкой по внедрению инклюзивного образования в городе Улан-Удэ. А садики специальные существуют? Ну, конечно. Есть садик «Колобок» для ДЦП специально. Тоже в центре города находится. Там идет улица вдоль центрального рынка. Дальше за гостиными рядами сразу. Да? Наискосочек таких помещений находится. У них отдельный корпус деревянный сделан для детей ДЦП. Но вообще есть дети, которые ходят в здоровую группу. У которых не сильно осложненные ограничения. Вообще, по идее, вот у нас тоже борьба была с этим колобком. Сейчас там, слава богу, заведующая поменялась. Возьмите ребенка ползающего. Он, глядя на других, быстрее начнет ходить. Нет. Ребенок, придя в детский сад, уже должен ходить на горшок, сам кушать, еще и ходить. Ну, то есть, чему он там еще должен научиться-то? Он уже и так всему научился. Ничем себе загружать не хотел. Тогда различия, наверное, только типа в типе питания, массажа и еще в чем-то, да? Ну, там есть, конечно, там логопед у них есть, массажист есть. И, по-моему, что комната физиолечения есть, да. Есть у нас специальная группа для детей с аутизмом, но там она всего одна. И вот она сейчас как запустилась, например, у них в следующем году выпуск, и до этого, пока они не выпустятся, новая группа не будет набираться. По зрению, по слуху, они, по-моему, при школах, эти группы детские. Она идет как подготовительная, а потом они сразу идут в 1 класс. Вот еще есть у нас особенная такая школа социальной адаптации номер 60, вы ее знаете тоже? Нет. Байкал-банк на Советской есть, вот от него на уголок, наискосочек через перекресток. Деревянная школа одноэтажная. Многие дети, которые, ну, например, заболевание почек, там, еще что-то, они просто учатся на дому, вот они, как правило, учатся в этой школе с другими заболеваниями. Раньше в этой школе были дети без задержки развития только. Сейчас и с задержкой развития тоже стали брать.